Добрый вечер. В эфире программа «Открытый вопрос», в которой мы ставим вопросы нашим гостям, пытаемся получить ответы. Иногда эти ответы мы получаем. Чаще у нас все-таки случается так, что вопросы остаются открытыми. Поэтому из передачи в передачу мы продолжаем задавать вопросы нашим гостям. Итак, я хочу нашим телезрителям напомнить, вы, конечно, следите за теми новостями, которые вещают на нашем канале, за прессой, что 1 октября в Сухум с официальным визитом прибыла большая делегация из Татарстана во главе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Делегация была большая, в составе которой были представители министерств, ведомств Татарстана, руководители предприятий. Но до визита президента наш премьер-министр побывал в Татарстане, затем президент Республики Абхазия побывал в Татарстане. Связи налаживаются, и о том, какие связи наладились, что достигнуто, какие достигнуты договоренности, мы поговорим чуть позже с нашим гостем. Я все еще интригую, не представляю его, потому что хочу сказать, что у нас также будет еще и разговор о том, что происходило в Сочи недавно. В Сочи происходил форум международный инвестиционный, который собрал огромное количество участников. И проходил он с 1 по 4 число, и об этом мы поговорим с нашим гостем, министром экономики Адгуром Амирановичем Ардзинбо. Он непосредственно принимал участие в этих событиях, любезно согласился рассказать нам о тех результатах, которые были достигнуты и в ходе визита президента Татарстана, и прошедшего форума в Сочи. Первонаперво я хочу сказать, знаете, что, может быть, и мне особенно сейчас, но, наверное, и нашим телезрителям тоже интересно. Знаете, как-то самое такое важное в наших международных отношениях за последнее время и в контактах, мне кажется, произошло между Абхазией и Татарстаном. Почему именно с Татарстаном? Что к этому подвело? Здравствуйте, добрый вечер всем. Во-первых, не только Татарстан, у нас налаживаются связи с многими другими регионами Российской Федерации, не только Российской Федерации и других стран. Но если остановиться конкретно на Татарстане, то вы знаете, и президент об этом говорил неоднократно, очень важной красной линией в наших взаимоотношениях проходит. В принципе, с Татарстаном мы уже сотрудничаем еще с давних времен. Вы помните, в период войны Татарстан нам оказывал непосильную материальную и политическую поддержку. Практически сразу после войны 17 августа 1994 года между Республикой Абхазия и Республикой Татарстан, тогда один из первых наших международных соглашений, был подписан договор о дружбе и союзничестве. Во-вторых, Татарстан на сегодняшний день является одним из лидеров среди российских регионов по многим позициям. В первую очередь он в 2014 году на Санкт-Петербургском экономическом форуме был признан лидером по привлечению инвестиций в основной капитал. Если взять динамику за текущий период, за первые полгода 2015 года в основной капитал Татарстану удалось привлечь 207 миллиардов рублей. И несмотря на кризис, объем инвестиций в основной капитал Татарстана он увеличивается. И для сравнения, на втором месте Башкортостан, там цифра 115 миллиардов, то есть разница существенная. То есть хороший пример вообще, конечно, да, для нас. А что в этом смысле что-то было освоено, вы как-то поделились они с вами опытом, что-то было в этом смысле с их стороны предложено, какие-то рекомендации? У нас, как вы здесь до этого сказали, Валерий, были визиты нашего премьер-министра, президента нашей республики в Татарстан. По итогам этих визитов было принято решение создать рабочую группу совместную, которая
которой была поставлена задача выработать основные направления взаимодействия наших республик. Вот, в частности, вот по итогам последнего визита были подведены какие-то там этапы, вот, которые нам удалось на сегодняшний день достигнуть. Вообще какие-то были такие конкретные договоренности достигнуты? Ну, очень много. Я сейчас не буду говорить о взаимоотношениях в плане культуры, здравоохранения и так далее. Как бы мы вот если говорить только о экономическом блоке, то... Ну да, потому что нас интересует, вот, как это повлияет на наш рост благосостояния. Да, если говорить о Татарстане, я вот выше говорил, я не сказал одну еще вещь про Татарстан, что стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан 2030, так называемая, она признана наиболее качественной и хорошо проработанной среди регионов Российской Федерации. И вот, как вы знаете, мы сейчас тоже работаем, завершаем работу над своей стратегией социально-экономического развития до 2025 года. И в этом плане по линии взаимодействия Министерства экономики Абхазии и Министерства экономики Республики Татарстан была проведена работа, мы отправляли наши наработки, они посмотрели с помощью своих экспертов, нам было предложено внести определенные изменения, мы эти изменения и предложения учли, то есть в этом направлении у нас работа идет. Там в части, касающейся создания электронного правительства, у них, вы знаете, абсолютно электронный документооборот в правительстве, как бы бумагу они уже практически не используют, это тоже интересное направление. Ну и, конечно, вот если взять такие основные направления взаимодействия, как сказал президент, это, конечно, туристический сектор и агропромышленный сектор. Вот какие-то договора были уже подписаны, тут много говорилось о том, и, в общем-то, обсуждалось то, что будут как-то участвовать и инвестировать в молочный завод, посетила его делегация. Да, плюс еще и теплицы, тепличное хозяйство. Об этом тоже шел разговор. Можно вот поконкретнее? Да, вот если говорить конкретно, по итогам визита вот такой объемной делегации из Республики Татарстан, было принято решение, значит, которое было оформлено в протокол поручений, в рамках которого были даны такие конкретные поручения разным ведомствам, как с нашей, так и с их стороны. В частности, речь идет о проработке вопроса предоставления, значит, Республике Абхазия площадки на такой, у них есть такая площадка, Агропромпарк Казань называется, для того, чтобы мы могли там представлять свою продукцию. Второе направление – это проработать возможность запуска Сухумского молочного завода, который, как вы знаете, глава делегации смог посетить лично, вот, в сопровождении премьер-министра. Как бы, если на этом молочном заводе остановиться, то здесь можно сказать, что изначально, когда в рамках финансовой помощи Российской Федерации этот завод был проинвестирован, там порядка 118 миллионов рублей было потрачено. Вся технологическая цепочка, вот весь производственный, значит, потенциал этого завода был рассчитан на выпуск 3-4 видов продукции. Вы знаете, мы какое-то время ее потребляли на абхазском рынке. Да, кстати говоря, хороший творог был, очень пользовался спросом. Да, интересная была продукция, вот это творог, как вы сказали, кефир, сметана и так далее. Вот. Но, как вы знаете, с 2013 года этот завод не работает по разным, как и объективным, так и субъективным причинам. И изначально этот завод был рассчитан на переработку сухого молока. То есть тогда были поставки из Белоруссии. Если взять географию, то практически Белоруссия и, значит, Татарстан, они на равной удаленности практически находятся от Абхазии, поэтому
Пока вот мы планируем найти форму взаимодействия по реализации вот именно этого проекта. То есть, тут стоит вопрос о обеспечении молочного завода сырьем. Не только сырьем, речь идет об дополнительных инвестициях, которые необходимы для того, чтобы запустить сегодня этот завод. Речь идет о порядке 75 миллионов рублей. Мы в Министерстве экономики вот приблизительно посчитали эту сумму, которая позволит имеющееся оборудование там его как бы довести до необходимого уровня и еще расширить линейку. Это речь идет о плавленных сырах, о копченом нашем сыре. То есть наш молочный завод сможет уже не только на внутренний рынок работать, но и на экспорт. То есть идет разговор, как я понимаю, о том, чтобы молочный завод смог обеспечить необходимой молочной продукцией страну. Есть такая большая какую-то часть или долю рынка молочный завод, несомненно, должен и может освоить, потому что импорт молочной продукции в Абхазии у нас в среднем составляет 500 с лишним миллионов рублей. То есть такая цифра у нас есть, и мы обязаны здесь включаться. В перспективе на этом молочном заводе можно поставить оборудование, которое будет перерабатывать уже цельное молоко. То есть, когда появится гарантированный спрос, к этому заводу можно уже подтянуть и молочное животноводство. Но это уже такая среднесрочная перспектива. Сейчас необходимо запустить завод именно в той оживить его деятельность, чтобы мы имели, в общем-то, как бы свою продукцию, они возили то, что месяцами стоит не в холодильнике и не портится молочная продукция. Все-таки нам нужен качественный продукт. Да, вот там, если вы помните, вот в последнее время... Несмотря на то, что он делается из порошка. Ну, вы знаете, сухое молоко, это тоже молоко, просто оно как бы доведено до такой формы, чтобы его было возможно хранить более долгое время и транспортировать. Ну, тоже бывает разного качества. Вообще, вот в Беларуси, откуда привозили, я знаю, это было очень качественное молоко. Но, знаете, есть некоторые такие сомнения. Мы сейчас очень углубились именно в молочный завод, потому что это все-таки одно из очень важных и в рационе питания наших продуктов. Да, это первое. А второе, то, что, конечно же, был построен действительно хороший, совершенный, с хорошим оборудованием завод, но он простаивает долгие годы, и как-то в этом есть какое-то несоответствие тому, что мы собираемся делать со своим хозяйством. Но это вот то, что касается молочного завода, понятно. В общем, там люди как-то думают, что раз будут вкладываться инвестиции в развитие молочного завода, то значит отсюда какая-то продукция должна будет отбывать туда, в Татарстан. В чем смысл, в чем выгода вот непосредственного этого сотрудничества? Нет, речь не идет о том, чтобы отсюда продукция поставлялась на рынке Татарстана. Речь идет о том, чтобы запустить это предприятие, как вы правильно сказали, обеспечить внутренний рынок и в перспективе, может быть, выйти на российский рынок, общероссийский, в том числе, если мы сможем производить абхазские сыры, которые достаточно популярны были в свое время. Сейчас в силу санкций на российском рынке наблюдается определенный дефицит в этом сегменте. И мы могли бы как раз с помощью этого завода зайти. Ну, помимо молочного завода еще обсуждался вопрос, и не просто обсуждался, было дано конкретное поручение руководителю ООО «Майский тепличный комбинат», это один из крупнейших комбинатов тепличных в Татарстане, проработать возможность реализации на территории Абхазии в восточной части, как президент уже сказал до этого, восточная часть для нас является в данном случае приоритетом, строительство тепличного комплекса. Как раз с этой целью мы возили делегацию на уже действующее предприятие в селе Кындык Ачимчирского района. Это как бы такой живой пример того, что уже в Абхазии есть и что можно сделать. И родилось такое поручение. Я думаю, что здесь тоже мы получим определенный результат в ближайшее время. И речь идет о строительстве довольно такого
крупного тепличного комбината. По каким направлениям еще заключались какие-либо договоренности? Ну, в сфере культуры, там, обмена гастролями, ансамблей и так далее, но я уже выше об этом говорил. Что очень тоже интересно, вот в части развития туризма, да, вот Татарстан нас удивил тем, что, оказывается, Татарстан является одним из самых привлекательных регионов в России, как внутреннего туризма, так и внешнего туризма. Здесь в рамках визита был продемонстрирован такой интересный видеоролик про Татарстан. Очень качественно они умеют преподнести свои красоты, которых, кстати, там немало. И очень четко подмечают те вот особенности, которые есть именно в Татарстане и нигде больше. В этом плане министр по туризму Республики Татарстан, он выступал с докладом, и здесь как раз необходимо, и мы уже договорились об этом, что мы будем обмениваться опытом. Здесь, к сожалению, Абхазия немножко отстает, мягко сказать, и мы должны наращивать именно эти вопросы по продвижению туристического продукта, потому что те специалисты, которые приезжали на профессионалы, они даже вот такой на первый взгляд, увидев то, что у нас есть, они говорят о том, что мы это и знаем и сами, о том, что у нас есть серьезный потенциал в развитии туризма. Потом еще была презентация инвестиционных возможностей Республики Татарстан. Выступала руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан. Тоже была очень интересная, такая емкая презентация. В плане привлечения инвестиций здесь тоже мы будем сотрудничать, потому что опыт, как я уже говорил, объем инвестиций, цифра очень внушительная, особенно сейчас, в условиях кризиса. И инвестиции, как я уже говорил, очень важно вот именно в основной капитал. У нас, вы знаете, при Министерстве экономики совсем недавно было создано, уже действует Государственное инвестиционное агентство. Они обменялись, наш руководитель этого агентства и руководитель их обменялись контактами, тоже договорились взаимодействовать. То есть по многим направлениям в IT-технологиях, по части взаимодействия, есть у них такая компания интересная, Барс Групп называется, как раз она продвигает не только по Татарстану, вообще практически по всем регионам России, не только проекты в IT-технологии, именно связанных с бюджетным планированием. Вот вы вначале говорили о том, что, скорее всего, Абхазия будет принимать участие в выставках. Наверное, это тоже очень важно, потому что, чтобы представлять нашу продукцию за рубежом вообще, и в частности в Татарстане. Я говорю об этом почему? Потому что хочу перейти к следующему вопросу. Да, это к тому форуму, который состоялся в Сочи, в котором принимал участие Медведев. Вы там провели еще дополнительно некоторые встречи, но и очень, насколько я знаю, они тоже были результативны. Об этом мы сейчас с вами поговорим. Я знаю, что премьер выступал с докладом там на пленарном заседании. Мне просто интересно, какие направления, что было озвучено, какой посыл был в нашу сторону. Пример Российской Федерации. Российской Федерации, зрители могут понять по-другому. Да, действительно, мы принимали участие в 14-м Сочинском инвестиционном форуме. Это действительно такое знаковое событие в мире экономики и вообще инвестиционном мире. В форуме, как вы знаете, приняло участие более 9 тысяч человек из более чем 40 стран. Это представители бизнеса и власти этих стран. В первой части наша делегация, мы осмотрели инвестиционные стенды субъектов Российской Федерации, компаний. Интересные были примеры презентации инвестиционных проектов.
Кстати, пользуясь случаем, я хотел бы обратиться и к нашим предпринимателям. К сожалению, в этом году мы не презентовали никакие инвестиционные проекты из Абхазии, но в следующем году мы обязательно должны постараться использовать эту площадку, потому что вот только в первый день, по той информации, которая нам доступна, было подписано 71 инвестиционное соглашение на сумму более 90 миллиардов рублей. То есть эти цифры говорят сами за себя. Поэтому вот еще раз хочу обратиться к нашим предпринимателям. Надо нам сформировать такой пул инвестиционных проектов. Мы со стороны правительства окажем всестороннюю поддержку. Вот то агентство, о котором я говорил, оно как раз будет координировать всю эту работу, доводить эти проекты до такого логического завершения, презентабельного вида. Ну, вот вы знаете, как-то несколько выглядит это, мягко говоря, странновато вообще то, что вот на тех, как сообщалось, общая площадь выставочных залов составляла 10 тысяч квадратных метров, и ни одного метра мы там не заняли и не представили свою продукцию. Хотя вот нужно сказать, что, например, торгово-промышленная палата, она бывает и за рубежом, везде удачно так представляет нашу продукцию. И вот это вот дело нужно, чтобы оно развивалось. И в Татарстане, конечно, вообще за рубежом. И вот в данном случае здесь сейчас это такая возможность представить свою продукцию, все то, что у нас есть качественное, тем более сейчас Россия нуждается в импортозамещении, а этого не произошло сейчас. Вот вы мне расскажите, пожалуйста, мы так перейдем тогда ближе к тому, что непосредственно было вами приобретено на этом форуме. Ну, вот в части вашего замечания принимается. Мы, как я уже говорил выше, будем работать над этим. Главное здесь не презентация ради презентации, да, вот. Презентация ради договоров. Да, конкретных уже результатов. Поэтому мы подойдем очень к этому серьезно. Я могу очень так долго рассказывать о той работе, которая делается правительством и, в частности, Министерством экономики в инвестиционном плане, но как бы если перейти дальше... Вот вы знаете, мы как-то этот вопрос несколько увели от этого, но все-таки Медведев выступал, я подчеркиваю, Медведев, да, премьер Российской Федерации, выступал на докладе. Все-таки вот какой посыл был, и был ли такой посыл в нашу сторону? На самом деле, да, это вот дальше мы были приглашены на пленарное заседание, на котором выступал глава правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. У него было очень такое емкое, интересное выступление, которое затрагивало процессы, происходящие как в мире, так и в российской экономике. Здесь были расставлены приоритеты, основные направления, которые правительство Российской Федерации видит и ставит такой в перечень задач для решения в среднесрочной перспективе в условиях кризиса. Это в первую очередь инвестиционная активность, импортозамещение, качество государственного управления и бюджетная политика. Эти направления очень созвучны и для нас, потому что как бы те шаги, которые предпринимает правительство Абхазии, они практически схожи. Дальше выступал, очень интересное можно отметить, выступление декана экономического факультета МГУ Александра Александровича Аузана. Тоже очень такой интересный экспертный анализ того, что происходит в российской экономике и какие, на его взгляд, интересные направления можно было развивать. И вот были такие интересные доклады. Потом состоялась такая дискуссия между модераторами, и потом были вопросы с зала. То есть были вопросы, на которых можно было остановиться и сделать хорошие, интересные выводы. Вы знаете, по нашей информации, я знаю, что происходила встреча, и был даже какой-то достигнут результат с вице-премьером Российской Федерации, с Александром Хлопониным.
Можете вы поделиться той информацией, конечно, Да, если она не секретная? не, это не секретная, конечно. Вообще вся работа правительства, она не секретная. Мы, если вы обратили внимание, работаем в режиме полной открытости. Вот. Поэтому, да, после окончания пленарного заседания у нас был ряд встреч. В первую очередь, это встреча с вице-премьером Российской Федерации Александром Геннадьевичем Хлопониным. Во встрече принимали участие также Лев Владимирович Кузнецов, это министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа. С нашей стороны были поставлены вопросы, которые касающиеся текущего взаимодействия с Российской Федерацией. В первую очередь речь шла о соглашении о режиме торговли товарами. Сейчас идет согласование объемов нефтепродуктов, которые по данному соглашению должны поставляться в Республику Абхазия без экспортной, то есть вывозной российской пошлины. Потом речь шла еще о включении в приложении 2 указанного этого соглашения определенных позиций, которые нам позволят увеличить доходную часть бюджета. Также мы говорили о том, чтобы проработать возможность облегчения, значит, перемещения сельскохозяйственных, в первую очередь, грузов через абхазо-российскую границу, потому что на сегодняшний день есть определенные сложности с оформлением документов, и мы все это понимаем, что касается сертификатов качества, происхождения, присвоения ГОСТов и так далее. Это такая очень емкая работа, и как бы нашли понимание в этом вопросе, и при нас были даны поручения. Вот в ближайшее время рассчитываем на то, что сядут за стол представители указанных ведомств с нашей и с российской стороны. Потом у нас после этой встречи была еще встреча с главой Республики Крым Аксеновым, где также, значит, был вопрос о поставке инертных материалов в Республику Крым. Вы знаете, что премьер-министр встречался в Москве с главой Республики Крым, и были достигнуты определенные договоренности. В Республике Крым намечается такая серьезная большая стройка, как говорится, да, и вот наши строительные материалы, не только инертные материалы, сейчас по линии Абхазстроя нашего мы отправляли туда делегацию, есть наработки на поставку железобетонных изделий в Республику Крым морским путем. Но вот если вернуться к Александру Геннадьевичу, там на встрече, как раз в развитии этого вопроса, мы подняли, значит, тему вот 6 августа было принято решение правительства Российской Федерации о лицензировании импорта инертных материалов, щебня и так далее. Вот совершенно вот недавно это для нас таким стало ограничением, которое, вот ранее достигнутые договоренности, они немножко как бы сдерживают, ограничивают. И мы поставили вопрос перед Александром Геннадьевичем, значит, он сказал, что у нас есть соглашение о режиме торговли товарами, есть там 2008 года соглашение и 2014 года, и это вопросы, которые мы ставим, они справедливы, и они проработают, и в это постановление правительства, которое действует пока до конца года, будут внесены какие определенные изменения, которые позволят нам уже поставлять свои строительные материалы, инертные материалы в Республику Крым. Вот если так подводить итог вообще, вот форуму, так сказать, как-то вот в двух словах, что именно дал он для нас, для Абхазии, что дал форум? Сейчас вот если говорить конкретное. о том, что вот определенные договоренности, это как раз я сейчас то о чем говорил, да. Это как раз решение вот этих текущих проблем в наших вопросах, которые возникают в наших взаимоотношениях с Россией. В принципе, форум — это как раз та площадка, где можно встречаться, говорить о этих вопросах, решать эти вопросы.
Если говорить так вот в таком обширном плане, да, если что мы можем взять на заметку и в чем-то мы такую нашли не то что поддержку, а вот параллельное движение России и государственной экономической политики Российской Федерации. Вот из выступления премьер-министра вот я говорил, что эти вопросы созвучны, потому что в части инвестиционной активности для нас эти вопросы тоже очень актуальны. Мы сейчас этим очень плотно занимаемся. В части, значит, бюджетной политики, в части, значит, кстати, Дмитрий Анатольевич в своем выступлении рассказал о том, что подписал указ о назначении главы корпорации развития малого и среднего предпринимательства Российской Федерации. И в этом направлении мы работаем. То есть вот все эти вопросы, они пересекаются. Но вот если говорить о том, что говорил премьер-министр России, все эти вопросы, когда он их ставил, он под них, естественно, закладывал и говорил, что правительство будет направлять такую-то сумму, такие-то суммы. И в совокупности это речь идет о нескольких триллионах рублей. Только на докапитализацию банковской системы они тратят 1 триллион рублей. Вот в нашем случае, так как Россия и Абхазия являются частью одного постсоветского экономического пространства, и Россия и Абхазия вот на пути от социализма к построению и конкурентной, эффективной вот этой рыночной экономики, пока, к сожалению, не дошли. В России это по ряду причин. Огромная территория, значит, разные субъекты, совершенно разная культура. В нашем случае тоже есть определенные трудности, вы знаете, объективные, и война, и послевоенная блокада, и так далее. Вот. И если в России, к счастью, для них есть вот те возможности, о которых я говорил, там триллионы рублей, а в нашем случае вот, у нас, у государства пока очень узкие возможности. И вот как раз вот ту повестку дня и те задачи, которые сегодня ставят перед правительством президент, а именно опираться на собственные ресурсы, значит, скрытые резервы, увеличение бюджета. Почему мы как раз ставим перед собой вот эти амбициозные задачи по увеличению бюджета? Потому что невозможно реализовывать государственную экономическую политику, в том числе и без определенного количества денег. Вот для решения, вот я могу долго говорить об этом, в частности по малому бизнесу, вы знаете, вот целевая программа по 200 миллионов, и в следующем году мы планируем существенно увеличить поддержку. До 300 миллионов, насколько даже я знаю, больше, да, сейчас вот мы последние цифры дорабатываем. То есть есть на самом деле, во-первых, это умение представить себя для нас полезно, да, то, что мы видим, как регионы Российской Федерации, некоторые компании умеют презентовать, привлекать инвестиции, да. В этом мы опыт перенимаем. Что касается тем, которые обсуждаются, там же собираются серьезные экономисты, представители власти, они для нас тоже очень актуальны. Мы должны знать и чувствовать, какой экономической жизнью живет наш главный сосед и партнер. Поэтому это очень полезное мероприятие для нас. Да, ну, теперь, наверное, к следующему форуму, наверное, уже более широко будет представлена наша делегация. Я имею в виду то, что будут представлены удачливые бизнесмены, будет представлена какая-то наша продукция, и все будет гораздо более интересно уже для наших российских партнеров. Потому что сейчас то, что было в Сочи, то, что происходило в Сочи, оно было больше ознакомительным, мне так показалось. И каким-то таким, знаете, договором о намерениях больше. Вот. Конкретную продукцию нам пока еще не удалось свою представить, хотя у нас что-то есть. Ну, знаете, я думаю, что все еще у нас впереди. Главное то, что
как говорится, лед тронулся. Вот сейчас у нас налаживаются контакты с Татарстаном, и видно, что это уже действительно серьезные намерения. Форум, который завершился в Сочи, это тоже интересная площадка, куда, наверное, мы сможем и представить и свою продукцию, и успехи наших предпринимателей, и как-то это повлияет на благосостояние нашей страны. Я так думаю. Будем надеяться, во всяком случае, правительство делает и будет делать все, что от нас зависит, для того, чтобы не только на Сочинском форуме представлять Абхазию на соответствующем уровне, но и на других и российских и международных площадках. И в следующем году мы надеемся на самом деле выйти уже с таким, как я уже говорил, таким пулом интересных инвестиционных проектов, которые будут представлены в том числе и на этой площадке тоже. Нашим телезрителям я напомню, сегодня у нас в гостях был министр экономики Адгур Амиранович Ардзенба, поделился своими впечатлениями от визита, официального визита президента Татарстана Рустама Минниханова с большой группой, которая сопровождала его и сделала здесь заключила здесь какие-то договора, а также поделился своими впечатлениями от прошедшего форума Сочи 2015. Огромное спасибо вам, что вы не отказали. Спасибо большое. Спасибо, что вы пригласили, и спасибо, что вот такие интересные вопросы. Спасибо большое. Огромное вам спасибо за внимание, которое вы уделили нашей программе. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Будьте здоровы.